Ну что, давайте в нашу вторую студию, уютную. Там уже сидят Миш Помидоров и Валентина Терехина. И, естественно, наша постоянная рубрика «Народы Москвы». Как всегда, приятно представлять эту рубрику и быть в предвкушении наших гостей. Теперь наша очередь. Добро пожаловать к народам Москвы. Сегодня у нас в гостях, между прочим, один из коренных народов России. Древнейший. По сравнению с ним мы все понаехавшие. Знаете, вот все, кто считали себя, что они тут раньше всех, что они там в третьем или в седьмом колене, конечно. Были люди, которые жили здесь до нас, живут и будут жить. И сегодня мы узнаем, в чем секрет счастья ногайского народа. Потому что в гостях у нас сегодня ногайцы. Ну, прошу ответить, что ногайцы через О. А почему через О и откуда происходит их название, мы совсем скоро узнаем. Здесь, как всегда, прекрасная атмосфера. Пахнет великолепной свежей едой, музыкальные инструменты. А чай Валентина, вы чувствуете прямо, да, вот вы говорите, и прям волны, вот отдается эхо волны музыки, да. А чай один прекрасный какой. А чай, у нас, между прочим, уже и чай. Но самое главное, конечно, это сами ногайцы, наши дорогие гости. Спасибо им, что они нашли сегодня время прийти в наш гостеприимный пресс-центр. Итак, у нас сегодня в гостях, позвольте представить, Арсланбек Сиитович Султанбеков, популярный народный певец и композитор, народный артист Карачаево-Черкесской Республики. Султанбек Нукаевич Арсланов, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач детского кардиоревматологического санатория «Клязьма». Александр Алибиевич Елбулганов, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Рашид Ехьяевич Аказиев, заместитель муфтия Москвы, начальник отдела культурно-просветительских программ и медиаресурсов Департамента социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности Совета муфтиев России. Эльвира Ибадалаевна Салиева, руководитель оргкомитета Союза ногайской молодежи. И Фатима Янальевна Денивова, координатор культурно-просветительских программ Союза ногайской молодежи. Непростые очень имена, честно вам скажу, было непросто читать. И люди тоже непростые, традиции, видимо, отличаются так же, как и звучание очень красивых имен и фамилий. Ну, давайте мы начнем традиционно с того, что выясним, где территориально все-таки базируются ногайцы. Да, на самом деле мне очень интересно, куча вопросов. Но давайте начнем сначала. Да. Расскажите, пожалуйста, как и где живут ногайцы? Ногайцы на сегодняшний день вообще... Извиняюсь. Да, пожалуйста. Добрый день всем. Ногайцы сегодня проживают на территории России в основном 5 регионах. России – это Астраханская область, Дагестан, Республика Чечня, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Вот по переписи 103 тысячи у нас ногайцев в России. А какой из этих районов является основным, где находится самый главный город, столица, как правильно сказать? Ну, вообще, основной наш город и все, что мы чувствуем и живем, и все, что с нами связано, это степь. Скорее всего, это Ногайский район Дагестана, все предгорная часть, Астрахань. Мы и рыболовы, и охотники, и все, что связано с живностью, мы там. Прекрасно. Представляешь, какой-то древний народ. Это же Золотая Орда, Прикаспийские степи, Половецкие пляски, наконец. Кстати, от имени одного из знаменитых начальников Золотой Орды, Ногая, ну, насколько я знаю, вроде бы и берет свое название ногайцы, ваш народ. Это правда? Правда, да. Скажите, пожалуйста, а в степях, это мне кажется, где-то там находится ваш дом, где-то за рекой. Я угадал? Похоже? Да. Но это уже немного не степь, это кубанские ногайцы. Мы с Кубани до Азова, до кубанские ногайцы проживали всегда и сейчас есть.
небольшое количество. Ну, вот это степная часть Дагестан, Астрахань, Ставропольский край, где вот песок, солнце. Очень живописный такой. Это Кубань, да. То есть это уже часть кочевников, которые стали земледельцами, да, осели и стали вести хозяйство. Я вижу, что огромные природные пространства, реки, почти нет дорог. Как передвигаться? Это, кстати, вот место, где сливается Кубань, река Кубань с Малым Зеленчуком. И на этом месте, это вот видео, здесь была старая крепость. В 1640-х годах был такой путешественник Ивлия Челеби, который описывал, там была большая крепость, пушки, все там, все, что было с нагайскими мурзами, все, что было связано. Это кусочек с этого. Слушайте, но все-таки, получается, нагайцы были и воинами. А кем они были больше, воинами или охотниками, скотоводами, земледельцами? Пожалуй, вот, да. Я присоединюсь к нашему разговору. Дело в том, что сейчас нагайцы живут компактно, да, вы правильно сказали, на территории Северного Кавказа. У нагайцев нет своей государственности сейчас. Вот. Но в двух субъектах Российской Федерации, в Республике Дагестан и в Карачаево-Черкесии, нагайский язык считается языком субъекта, государственным языком субъекта этих двух федераций. Вы уже правильно заметили, что когда распадалась Золотая Орда, вот уже в составе Золотой Орды стали образовываться несколько государств. После распада Золотой Орды образовалось несколько государств, и среди них, конечно же, и Ногайская Орда. Кроме Ногайской Орды, это Казанское ханство, это Астраханское ханство, Крымское ханство, Касимовское царство. Если брать вот территорию Ногайской Орды, границы в момент образования Ногайской Орды, то это территория современной России и Казахстана. А в какой момент нагайцы перестали быть воинами, которые вот ходили при полном, как говорится, вооружении? Вы знаете, скорее всего, когда они перешли в подданство Российской империи, это ближе вот к концу XVIII века. Но мы знаем и про ногайскую кавалерию, которая дошла до Парижа, да, известно. Когда оказались в составе Платовым. Российской империи, они активно участвовали. А так, если брать границы, с кем ограничила Ногайская Орда? На севере с Казанским ханством, на северо-востоке Сибирским ханством, на востоке Казахским ханством, на юге с империей Тамерлана, а на западе это, в общем-то, зона влияния Крымского ханства. Вот такая огромная территория, левобережье Волги, до, значит, река Урал, до современной Башкирии, границы восточные доходили вот Ногайской Орды. И самая вот мощь, расцвет Ногайской Орды приходится на середину XVI века, и когда князьями Ногайской Орды, биями, стал, например, Би-Юсуф, князь Юсуф, хорошо вам, наверное, известен по династии князей Юсуповых России. Будет время, я об этом расскажу, очень интересно, много информации. Вот. И в расцвет вот Ногайской Орды с середины XVI века, в это время княжили в Ногайской Орде, шла активная дипломатическая переписка с Москвой, а в Москве в это время царствовал Иван Грозный. Кстати, Иван Грозный был свояком ногайского бия, князя, правителя Ногайской Орды Тинахмеда. Они были женаты на двух кабардинках, сестрах Темрюковых. Я знал, что мы родственники все-таки. С Иваном Грозным? Вы знаете, а Ногайское посольство часто останавливались, они в Москве, недалеко от Симонова Покровского монастыря. И вот район Замоскворечье, район Павелецкого вокзала, те районы, где часто вот Малая Ордынка, Большая Ордынка, районы, где селились, в том числе ногайцы, когда Иван Грозный, вот, можно сказать, сдружился с биями, да, Ногайской Орды. Он активно приглашал ногайцев, они участвовали в Ливонской войне. То есть я могу много рассказывать. Прекрасно. Возможность коллегам также. Очень хорошо. Вы скажите, пожалуйста, про язык, да? Вот вы сказали, что он является основным как-то языком субъектов федерации, что его изучают в школе. Принято ли на нем говорить где? Вот, может быть, дети говорят о нем во дворе или только в семьях? Я сказал о том, что он государственный в двух субъектах. В Республике Дагестан Ногайский район выходят газеты на ногайском языке. В Республике Дагестан, столице Махачкале, есть в том числе радио, вещает на ногайском языке. Вот.
и изучать в школах и нагайский язык, в том числе нагайский Насколько язык и вообще литературу. нагайцам, которые все-таки живут в разных районах, комфортно говорить и удобно на своем языке? Или все-таки вот в силу обстоятельств? Вы знаете, в районах, наверное, компактного проживания нагайцев. Вот. Но, к сожалению, сейчас это общая, наверное, беда для и малых народов, потому что в поисках заработков, безработица в Ногайской степи, там, где проживают нагайцы, они многие уезжают на север, в Тюмень, Пскую область, Красноярский край. Там работают, к сожалению, дети уже почти не говорят на нагайском языке, но хотя понимают. А можно вас попросить несколько слов? Скажите, как это звучит? Очень хочется послушать. Да, конечно, я вам, знаете, тогда вот приведу такую колыбельную. Отлично. Да, она очень короткая, как пела мама, нянча своего ребенка. Қызым, қызым, 40 тана, қызымға келер 100 тана, изеуді ақ тана. Дело в том, что у нагайцев Колым давали, вот, начиная с Ногайской Орды до конца, и до начала 19 века, это коровы. В среднем это 40 коров. И вот мать, которая очень любит свою дочь, поет: «Дочь моя, доченька, ты 40 бычков, но тебе дадут в Колым 100 бычков, и все они будут белые». Белый – это цвет невинности, красоты, нежности. Прекрасно, как образно и интересно. И, между прочим, это был такой короткий и сказочный тихий час. Я уверен, что вы отдохнулись. Маленькая колыбельная. И вообще, дорогие женщины, вот скажите, кто из вас себя реально чувствует на 40 вот этих как минимум белых коров? Оксана, скажите, пожалуйста, насколько бычков вы себя чувствуете? Да. Насколько бычков вы себя чувствуете? Прекрасно. Это традиционный вопрос в больнице должен быть. Да, так же температура какая? А бычков насколько вы себя сегодня чувствуете? Ну, я как минимум 5 молодых козочек. 5 Можно молодых. девушек мерить в козочек, но небольших. У кого 1,56 м, в козочках мерить. Нет? Оксана, вы недооценивали себя все это время. Надо в бычках. Надо в бычках. Бычках. Да. И козочки Привыкайте. тоже не помешают. И козочки тоже не помешают. Я, знаете что, мы послушали небольшую колыбельную, но это было без музыки, естественно. А хочется невероятно прикоснуться к культурному наследию ногайского народа, в том числе и посредством музыки. Поэтому давайте сейчас, наверное, небольшую музыкальную паузу, да? Собственно, и с удовольствием послушаем национальную музыку. И несколько слов об инструменте очень хочется услышать. Да мне, да? Да, пожалуйста, мы... Я, наверное, подойду туда. Да, пожалуйста, туда. Выходите на сцену. И сейчас, конечно, прежде чем услышать музыку, надо немножко познакомиться с инструментом, из которого эта музыка извлекается. Больно необычно он выглядит. Да, очень необычно. Вот этот инструмент, он очень много, у многих тюркских народов есть. Его называют колхобыз. Он немножко похож на виолончель. Чуть-чуть. Виолончель – это не, наверное, а точно прародитель скрипок, прародитель виолончели. Здесь вот я чуть-чуть расскажу про этот инструмент. Струны этого инструмента – это из хвоста, из лошади. Здесь насчитывается 60, здесь 50. Конский волос. Да, когда меня спрашивают, сколько струн, я говорю 110 струн. Это особая лошадь должна была быть? Нет, ориентировочно 5 лет, чтобы она была здоровая, блестела, чтобы вот этот сам. Вот я этими струнами уже пользуюсь 5-й год. На самом деле они, вроде, казалось бы, должны были давно порваться. И он делается из дерева. Вот этот диффузором, который служит здесь, кожа верблюда. А кожа дерево верблюда, какое? И часть вот живот, где нет волос, но очень твердая, она как камень становится. И есть такая легенда про этот инструмент. Есть такая ногайская легенда, когда считается, что этот инструмент придумал Коркут Ата. Звали его Коркут, Деде Коркут говорят. И когда он ее сделал, придумал, я покороче буду, и на нем, когда заиграл, в этот момент, оказывается, Азраиль называется, пришел за его жизнью с неба. И Азраиль пришел, подсел
послушал и заснул. И Коркут 100 лет прожил, 200 лет прожил, он уже у Бога просил, говорит, Всевышний, ты меня забыл, я уже умереть хочу, я устал жить. Такая легенда есть. Прекрасно. Ну что ж, теперь та самая музыка на том самом инструменте, который продлевает жизнь. Я кусочек спою. Это наш великий поэт Средневековья Шалкиз Тиленшоулу из репертуара Алиби с Дагестана Лашынкус. Это был момент, когда 1450-е годы, когда как раз таки Ногайская Орда, Золотая Орда, влияние князей, ханов, знаете, наверное, князья и ханы разные, хоть и они оба народ правящий. Не народ, а род. И ихние передряги, вот ихние эти, вот он про это и в этот момент писал. Я свою Лашынкус, в переводе называется это ястреб. Что будет с ястребью, если, говорит, поломать ему крыло? И в таком, когда убили Токтамыш хана, законного наследника Золотой Орды, Темирлан с Эдиге Мурзой. Вот в это время и его слова. Пожалуйста. Великолепно! Слушайте, но это же ведь невероятно. Причем, я прошу прощения, Миш. Замечательную воинскую, в общем-то, мужскую такую настоящую песню. Да, я просто хочу выразить свое восхищение просто невероятной, во-первых, невероятной песней, невероятной музыкой, конечно же, мастерским исполнением. Причем я заметил, знаешь что, вот тюркские народы приходят, обычно ритм, совсем непривычен слуху, да, вот ритм, музыка, мелодия совсем непривычна слуху. А здесь конкретный трек 2014 года, да, понимаешь? Я подумал, что так же, как инструмент был предшественником виолончели, такие композиции были предшественниками вот рока в самых лучших его формах. Но там рок-то ладно, но имеется в виду, что сама мелодика там, эти четверти отчетливо слышны, да, то есть ритм, темп, музыкальная композиция, вся ложится абсолютно на слух. И невероятный, конечно, вой волков в начале, да, в начале композиции, это, конечно, очень здорово. Я под большим впечатлением, серьезно говорю, редко как там говорю о своих впечатлениях о музыке,
музыке, да, вот так восторженно, но это действительно было достойно. А мне очень. кажется, вы рассказали маленькую предысторию, дали вот этой композиции. Я ее настолько отчетливо себе представила, потрясающе. В общем, огромное спасибо вам, прекрасно. Напомню, что исполнял эту замечательную композицию Арсланбек Султанбеков, популярный народный певец и композитор, народный артист Карачаево-Черкесской республики. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Что значит алдыга? Да, что значит алдыга? Это вперед нагайцы, или нагайцы вперед. Вперед. Приветствие такое. Лашинкус. Лашинкус. Это название песни было, которое... А диски-то где ваши можно приобрести? Скажите, пожалуйста. Диски, к сожалению, нету на продаже сейчас, а Арсланбек Султанбеков в интернете, в Ютубе всегда найдете. Арсланбек, ну надо создавать, надо как-то популяризировать. Я думаю, что... У нас есть возможность, не откладывая в долгий ящик, прямо сейчас и послушать. Давайте. И посмотреть. Да, там говорят мне из аппарата, там Владимира Владимировича на сцене не хватает. А здесь пишут, что Арсланбек Сеевич, вы написали музыку для турецкой правящей партии, гимн, да? Нет, я Значит, не писал его специально. Ага. Да, пожалуйста, мы комментировали, вот наш ага прокомментирует он. Да. Это гимн, слова, посвященные Эрдогану, на музыку песни Султанбека «Домбра». И как там небольшие такие были, не то что разборки, ну, такие вот трения. Почему? Потому что Арсланбек эту песню написал очень давно. И, в принципе, так вот так получилось, что вроде бы не посвящено именно этому мероприятию. Ну, они думали, что это авторская они думали, песня, что это народная песня, авторская, да, и даже, и даже не знали, что это, как они сказали, что они не знали, что Арсланбек автор этой музыки, но они на это написали. Но после того, как они выпустили, выяснилось, что это, в общем-то, в принципе, еще в 90-х годах песня написана Арсланбеком, слова были несколько иные, посвящены Домбре. Но, тем не менее, вот такой гимн получился. Это гимн партии. Да, гимн партии. Гимн партии справедливости, Ак-партия. Народ воспринял правящей это. Партии, Да, как у нас называют. Как мы видели, народ очень даже радовался, очень, понравилась эта музыка. Да. И там, в общем-то, там это договорили, когда подведены были итоги партии, что значит, музыка Арсланбека завоевала определенное количество голосов. А я вот опять замечаю, что нагайцы всегда успевают все сделать раньше всех. А они раньше всех жили здесь, раньше всех играли
на этих инструментах. И еще до того, как появился гимн правящей партии, они уже придумали музыку. Да. Еще до того, как появилась сама правящая партия, понимаешь? Я, на самом деле, вообще не любитель политики, но вообще музыка должна быть вне политики. Я не хотел этого. Но когда уже получилось. Сам Эрдоган и партия вообще на самом деле не знали, чья это песня. Ну, один певец предложил, им понравилось. И они, надо сказать, тоже очень хорошо ее сделали. Теперь, наверное, на турецких курортах вы желанный гость в любое время. И народ, пожалуйста, кстати, в Турции очень много нагайцев, которые эмигрировали в свое время. Там мы очень многому у них тоже учимся. То есть там большая диаспора нагайцев? Они сохранились, да. Они, ну, вот сейчас в плане языка, в плане вот культуры. То что-то у нас сохранилось, что-то у них сохранилось. А скажите, пожалуйста, про московскую диаспору. Как здесь? Подожди, насколько я думаю, это лучше скажет. Миш, я прошу прощения, перед московской диаспорой еще пару слов о музыке. Хотелось бы узнать вот поподробнее, есть ли еще музыкальные инструменты, но там, которые взяли там нагайцы от соседей, например. Но мы знаем, что гармошка невероятно развита у народа Северного Кавказа, например. Вот еще нагайская музыка играется на чем? И на Кавказе, и сами мы называем ее, гармошкой никто не называет, аккордеоном, баяном никто не называет, все его называют кобыз. Вот название этого инструмента. И есть у нас фотография, это этнографический музей был на Кавказе, и они очень хорошая фотография, и там вот наш колгобыз, и там очень хорошо описано в этнографическом музее. То, что про этот инструмент. Но тут наши зрители тоже поправишь, гармошка это кабыс пишут. Да. Ну хорошо, пожалуйста, Миш, вам слово. Да. И вот как все это, и кабыс, и вот это древнее предтеча виолончели, домра, как все это вместе с живыми нагайцами живет здесь в Москве и существует? Пожалуйста, расскажите нам, очень интересно. Ну, я, наверное, на правах старшего здесь могу себе позволить. Дело в том, что я в Москве проживаю более 40 лет. Я по специальности врач, главный врач детского федерального санатория Клязьмы в Подмосковье. Уже без малого четверть века возглавляю это учреждение. И поэтому вот большинство молодежи, которая здесь присутствует в Москве, я многих знаю, не понаслышке, знаю их родителей. Хотя проживают разные субъекты федерации. И в Москве, в общем-то, почему мы так вот можем себе общаться, знать друг друга? Потому что, во-первых, есть у нас всемирный портал Ногай.ру. Интернет-портал, и, в общем-то, через него общаемся. Выходит газета «Эдиль», на русском языке. Это нагайский просветитель был такой. И, кроме этого, соответственно, вот создана сейчас у нас нагайская община, вот, которая так старается, по крайней мере... Это здесь, в Москве? В Москве, да. Которая старается объединять нагайцев, как-то координировать. Ну, в общем-то, есть актив, а в общем сложности мы где-то несколько лет тому назад такую неофициальную перепись проводили. Нагайцев около 2000 проживало в Москве. Ну, не так и мало. Это не так и мало, да. Но, в общем-то, хотелось бы больше, конечно, как вы понимаете. И в основном составляют это те, которые приехали давно. Вот есть некоторые люди, у которых, допустим, дедушка, он был представитель от Кавказа в ЦИК в Москве. И он похоронен в Москве, соответственно, его внуки, дети перебрались туда. Это семья Карасовых, которых мы знаем. И кроме этого еще очень много студентов, которые обучаются в наших вузах. Есть профессорско-преподавательский состав. Вот один из них здесь. Да, я только хотел сказать, что, может быть, нагайцев относительно немного в Москве, но даже среди небольшого количества наших гостей есть профессор Высшей школы экономики и заслуженный врач Российской Федерации. Так что, как говорится, их немного, но они выдающиеся люди. Хорошо. Ну что, давайте к Валентине и Михаилу и нашему замечательному народу нагайцы. Да, мы ждали вас. Между прочим, мы уже спланировали, что будет в этом включении, но неожиданно случился сюрприз. Да, у нас новый гость. Да, и знаете, что выяснил? Что нагайский человек сейчас прямо в Италии смотрит нас
Это женщина, журналист и, да, девушка-красавица. И сейчас мы увидим ее по скайпу и пообщаемся с ней, несмотря на расстояние, которое нас разделяют. Белла Шахмирза. Белла, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, алейкум ассалам, правильно? Один я только не растерялся. Скажите, пожалуйста, вы ведь представительница ногайского народа. Вы там одна в Италии, ногайская женщина, или у вас там целая община? Знаете, я живу в Милане с сентября, и, честно говоря, в нагайцы пока мне не попадались. Сделайте нам погромче, пожалуйста, в студии, чтобы мы слышали получше. Нагайцев я здесь пока не... Пока не встречали. Пока не встречала нагайцев. Отлично. Зато здесь вот собралось много. Специально для вас. Можете передать им привет, спросить их о чем-то. Спасибо вам. Кстати, большое вам спасибо, что вы оказали содействие в организации этой программы. Да. Я на самом деле очень рада, что у нас все получилось, несмотря на то, что мы все нагайцы, как настоящие кочевники, живем в самых разных точках России. Оказалось, что все возможно и что можно всех собрать в одной студии в Москве. Скажите, пожалуйста, каким образом, я понимаю, конечно, что кочевые традиции, но вас-то как занесло аж в Италию? Я уехала в Милан учиться после того, как окончила журфак МГУ в Москве. И сейчас я решила, что не для того, чтобы вы понимали, где, я решила прям сидеть на центральной площади Милана, и вот за мной Дуомо, если видите. Вот, надеюсь, узнаваемая картинка. Так приятно, солнышко, хорошая погода, кусочек лета и ваше прекрасное лицо и улыбка. Скажите, пожалуйста, уважаемые наши эксперты, нагайцы вообще когда-нибудь завоевывали Италию, может быть Рим пал к их ногам? Не удавалось, не успели это сделать. Только красотой покоряли. Только покоряли красотой. Ну, значит, все в ваших руках, уважаемая Белла. Вы теперь будете завоевывать Италию. Да, пожалуйста. Белла, она с нашего аула. Дочка моего друга Алибека. Салам, салам. Салам, дядя, саукайтесызды. Бегару, Аллах шикр. Вот так вот, соседи. Маме привет. Соседи близкие, вот так вот. Москва, Италия, нажал кнопку, увидел соседа по аулу. Это очень интересно, потому что последний раз мы с семьей тетя Сау виделись в Астане с его дочерью, с его женой, поэтому мы поддерживаем связи. Прекрасно. Спасибо вам большое за ваше включение, за ваше участие, вообще за то, что нашли время и подарили нам этот кусочек лета. Да, так что мы с вами не прощаемся надолго. Обязательно еще возвращайтесь к нам. До новых встреч. Счастливо. Ну, а у нас, между прочим, продолжение темы. Да, мы сейчас... У нас, во-первых, прибавился еще один гость. И он сразу в необычном костюме. Ренат Иосифович Джанибеков, молодой, талантливый певец и композитор, выпускник колледжа Гнесиных. Понимаете, вот так вот увидишь человека и так вот не сразу скажешь, что он выпускник Гнесинки. Ну, собственно, как-то в этом наряде, да, если выйти по Москве погулять. Ну, можете сами фантазировать, приехал ли он так по Москве или переоделся здесь. Пожалуйста. Ну, в условиях суровой московской зимы, вы знаете. Не лишнее оказалось, вполне актуально, да. Скажите, пожалуйста, кстати, вот у вас замечательный костюм. Может, вы прямо сейчас сразу выйдете и расскажете, почему у вас такой костюм и у прекрасных девушек вот такие костюмы. Вот. И заодно, вот, где еще можно ходить в этом костюме? Можно ли прийти на лекцию в Гнесинке в таком виде? Пожалуйста. Под ваши аплодисменты, друзья, национальные ногайские костюмы. Слышно? Да, сегодня представляем ногайские национальные костюмы. Наверное, самые древние у нас с Ренатом. У Фатимы, как вы видите, более современный. Это сценический костюм. Начну с Фатимы.
наверное, это снизу платье серого цвета, она должна доходить до щиколоток, сверху каптал, но он более современный, узоры, вы видите, это наше орнаментальное искусство бараньи рога называется, вот, и, конечно же, платок легкий покрывать голову, потому что у нас издревле ведется, что ногайская девушка не должна выходить на улицу, не покрыв голову. Вот. А она может, если, при необходимости, скрыть лицо? При необходимости? А какая может быть необходимость? Я не знаю. Ну, это уже что на хотели желание. сказать, Михаил? Вот. Дальше я представлю мужской национальный костюм. У нас, к сожалению, только каптал и шапка. Каптал – это верхняя одежда. А на самом деле еще бывает снизу туникообразную носят, издревле носили туникообразную рубаху. Она заправлялась в шаровары, штаны, вот, и носили сапоги с длинными голенищами, так как, нагайцы кочевники для удобства верховой езды. Также вы видите, что, правда, здесь немного искусственный он мех, вот, а нагайцы издревле носили вещи исключительно из натурального меха, потому что у нагайцев всегда был переизбыток меха. Вот. И расскажу немножечко, да, и, кстати, на каптале есть наше орнаментальное искусство, Ренат, спустите руки, да, есть орнаментальное искусство, да, узоры наши, расскажу о них чуть-чуть позже, они есть и на моем костюме. Да, у меня более древний костюм нагайский. Вы видите, снизу, наверное, видно это платье. Оно доходит до щиколоток, оно желтого цвета. Вот. Сверху у меня каптал. Он бархатный, красного цвета. Вы видите, красный цвет, это, из красного цвета капталы шили исключительно богатые слои нагайцев, скажем так. Вот. И видно также, что на груди есть вместо застежек, у нас это называется тостюме. Застежки, они делаются из серебра обычно, а богатые нагайцы делали даже из золота. Здесь вы видите всякие украшения льдерек. Они сделаны в форме очага, вы видите, да? Потому что издревле нагайцы – это кочевой народ, уже мы говорили не раз. И этот узор означает очаг, огонь, потому что, самое главное, у нагайцев, живя в степи, ставят юрту и, конечно же, первым делом разжигают костер. Вот. Узоры могут быть разные. Дальше вышивка есть и на рукавах, и на подоле каптана. Могут быть они разными. То есть... Вы видите здесь очаги, а вообще они еще бывают бараньи рога, как кошкармиюс, он называется. Есть такое орнаментальное искусство, есть цветы, есть птицы, и много всего. Они как-то отличаются, если, допустим, орнамент бараньи рога, это означает «не подходи, я сегодня Нет, не они отличаются на самом деле. Орнамент бараньи рога, издревле каждый, скажем так, род нагайцев занимался определенной деятельностью. Допустим, занимались животноводством. Чтобы определить, чем занимается, допустим, род нагайцев, определяли по орнаменту и по узорам. То есть, допустим, у Фатимы бараньи рога, значит, ее род занимается животноводством. Бывали, кстати, еще те, кто занимается растениеводством, у них были орнаменты, лепестки бывают. Бывают орнаменты перо птицы, значит, занимаются, птицами, скажем так. Я понимаю, очень удобно. Валентина, у нас тогда должна быть вышивка в виде микрофонов, каких-то интернет-символов, перо. Пишущая машинка. Да, пишущая машинка. Здорово. Да, А можно мне дополнить еще? Да, пожалуйста. Дело в том, что у девушек до замужества действительно преобладающим цветом в наряде был красный цвет. Красный цвет, он считался цветом, который защищал от невзгод, от бед, от сглаза и так далее. И это значит, что еще не замужем? Да, и в том числе не замужем. А после замужества одевали белые платки. А вот синий цвет, он что-то... Знаете, дело в том, что у разных групп нагайцев были разные наряды, в разные века они отличались. Здесь, конечно, представлены не все периоды, понятно. Или допустим, в 18 веке, это больше наряды 18-19 даже века, я думаю. Прошу прощения. Вот очень интересен наряд у Рената. Это, наверное, очень древний халат. Из каких это времен?
Из какого века? Вы знаете, я могу сказать, что вот этот наряд у Рената действительно уже в Ногайской Орде, даже до Ногайской Орды, в Золотой Орде встречались такого так, да? рода костюмы. Дело в том, что действительно, девочки правильно сказали, что ногайцы очень активно использовали настоящий мех, тулька, это значит лисьи, беличьи, беличьи, волчьи. Вот. И когда, куница. Кстати, делали куницы, подарки, то часто в подарках, вот, допустим, невеста привозила к родственникам женихов, где-то должна была привезти до 40 видов шуб разных. Лисик, зайчик. Мне нравится 40 сакральное число. 40 бычков, 40 видов шуб. Это хорошо. Не просто 40 шуб, а 40 видов шуб. И кроме того, шапки, в том числе смеха. Замечательно. И мне нравится, что так вот руки свободные. Можно и воевать, если что. А как же в таком халате верхом скакать? Сложно, наверное. Откидывается легко этот халат. Дело в том, что, кстати, были девушки, допустим, нагайцев в Таврической губернии, это уже, конечно, 19 век, и шаровары шелковые в том числе носили. Дело в том, что нагайцы активно торговали не только с московским, русским государством, но и с Средней Азии, откуда покупали шелк, привозили и другие разные наряды. Прекрасно. Но у нас сейчас есть возможность, как говорится, поскольку рукава уже у Рената засущенные, да, остается только откинуть халат и попросить его, наконец, взять в руки настоящее оружие. В его случае это музыкальный инструмент, да, а также призвать на помощь своего товарища старшего. И сейчас прозвучит песня, ногайская песня, которая поведает нам о чем. Уважаемые ногайцы, скажите, пожалуйста, о чем будет эта песня сейчас? Или что? Или это будет музыка? Вот вы сейчас не видите, а я вижу, что Ренат превратился в такого, в нормального европейского хипстера, между прочим. Вот так вот, как говорится, как это раньше... Машина времени. Да, брюки превращаются. Это был халат времени, и вот под ним современный человек. Ренат, пожалуйста, несколько слов о том, ну, чтобы мы как-то понимали, да, что сейчас будет происходить, какая песня, что это за древний инструмент у вас сейчас? Это очень древний ногайский инструмент, называется гитара. Значит, спою свою песню, которую сам написал. История очень простая. Так как мы, ногайцы, в основе своей степной народ, была однажды история, когда я проезжал по степи, и вы знаете, представьте себе картину, вы едете по степи, в степи стоит совершенно одинокое дерево, и не хватает только зебры или льва, чтобы подумать, что ты находишься просто в Африке. Вот просто. И, да, значит, спасибо, действительно этого не хватает. Да. И я подумал, что было бы здорово написать подобную песню. Песня на ногайском языке. Прекрасно, пожалуйста. Lele la la ye, kwala ye, la ya. Lele la la ye, kwala ye, la ya, la ya. Lele la la ye, kwala ye, la ya. Lele la la ye, kwala ye. Не болған екен бұл дүнияда жайылып жатқан ноғайға ем қайдан екен іздеймін енді қырқ болып тұрған батырлерімді Ноғай шөлім бар бұл дүнияда ярқырап янған күннің астында Ноғай шөлім яшайды дүнияда
Africa. La 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 la, yeah. Quala yeah, la 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 la, yeah. Quala yeah, Nogai şölüm var bu dünyada, yarkırap yangan günün aslında. Nogai şölüm var bu dünyada, senin karındasın. Afrika, Nogai şölüm var bu dünyada, senin karındasın. Afrika, Afrika. Прекрасное исполнение. Полякова пустилась в пляс буквально. Слезу, я думаю, скажешь. Не, ну ты же танцевал. И о своих песнях. Мы знаем, что вот вы сочиняете и слова для других песен, и премии получаете. Расскажите. Ну, есть немножко. Ну, я просто давно занимаюсь музыкой очень, и поэтому было бы странно, если бы я ничего не делал, не писал. Ну, вот песня, которую мы услышали только что, это она связывает Африка, весьма такое степное место. Я сравнил просто. Моя родина — это Ногайская степь. А то, что мы видим в Африке, это африканская саванна. Это, по сути, та же степь, просто с немного другими людьми, и это была песня о том, что мы похожи, мы одинаковы. Я вообще очень люблю сближать, я считаю вообще, что культура любая должна сближать людей, и песни мои в основном об этом. Прекрасно, спасибо. Слушай, и неожиданный посыл в песне «Африку» ты слышал, я хотела сказать, что это единственное слово, которое я поняла, Африка, но от этого мне не стала она менее чужда, эта мелодия. Ты подумала, что Африка может на ногайском языке означать, например, Азия, например, или степь, да? Но действительно, у вас музыка, красота, гости, вообще, конечно. Но подождите, пока вот мы с вами касались, да, музыки и красоты, это некий антураж, между прочим, который окружает все-таки не просто ногайский народ, а из кого состоит ногайский народ? Там есть ногайский мужчина, ногайская женщина, да? Семья, да, коммунальные проблемы. А до того, как они становятся семьей, сначала какое-то происходит знакомство. Скажите, пожалуйста, вот традиционно, каким образом сходятся юноша и девушка? Делается ли это по любви? Или это делается просто по сговору старших и, так сказать, на взаимовыгодных условиях? И Михаил плавно подводит к своему любимому вопросу. Кто же все-таки главный, мужчина или женщина в ногайской семье? Ну, давайте сначала о знакомстве. О свадебном цикле. У ногайцев тоже есть определенные циклы. Они в течение 600-700 лет не изменились. Сватовство. У ногайцев вообще экзогамные браки. Считалось, что... А что это такое? Это то, что, знаете, дело в том, что ногайцы, они помнят свое родоплеменное происхождение, поэтому из одного рода племени нельзя было брать девушек. Ясно. А если брать вот цикл, когда девушка становится готова к выданию, это до начала 20 века, это где-то в возрасте от 13 до 15. В ногайской орде даже с 11 лет. А мужчина, когда мог жениться, вот в возрасте с 15 и далее. То есть традиционно мужчина старший? Да, традиционно мужчина девушка старший. 16 лет, это все-таки уже критический возраст. Да, это, наверное, засиделось дома. Хорошо, а ухаживание какое-то там подразумевалось? Нет, если вот я не буду говорить про современные наши гости, да, может, девушки нам тоже скажут об этом, да. Я больше про историю. Если брать вот до начала 20 века, за молодых людей решали родители. Можно пока сейчас крупно показать ту фотографию, которая у меня в руках, на которой видно вообще, насколько суровые, были, во всяком случае, раньше ногайские женщины. Это сватовство или умыкание. То есть в традиции вот два варианта.
сватовство или умыкание, ну, как бы это похищение? Похищение, да. А по согласию невесты чаще А как это всего. похищение, это когда, как это, не хватает бычков, да? Тогда один из похищают вариантов. просто. Или родственники невесты требуют больше Колыма, а у жениха нет возможности заплатить. Слушайте, ну мы здесь, кстати, пока у нас была пауза, говорили о том, что традиции, к сожалению, в современном обществе старые, утеряны, и сейчас девушка вполне может за какого-нибудь, как это, за голодранца вообще выйти замуж. А посмотрите, вот вы сейчас видели лица этих женщин, к ней же без 40 бычков даже близко не подойдешь. И это вы знаете, правильно. традиции ведь тоже меняются. Раньше это были бычки, теперь это деньги. Лошадей заменили автомобилей. А Колым, да, это мы сказали, а подарки раньше, если, допустим, я уже говорил о том, что родственники жениха дарили родственникам невесты шубы, наряды и так далее, то сейчас это уже золотые изделия. А приданное раньше, если это были постельные принадлежности со стороны невесты, сундуки, ковры. Вот. Ну, в принципе, сейчас то же самое. Давайте плюс посмотрим. прибавилась мебель еще. Да, у нас есть свадебные фотографии. То есть, видимо, после того, как уже с приданым все в порядке, собственно говоря, происходит свадьба, которую мы и увидим сейчас. Вот. Видимо, хорошее приданое, все пляшут, все счастливые. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, это что? Это костюм невесты или... Это костюм невесты, это кубанских нагайцев, которые в 19 веке, 18-19 проживали в предгорье северо-западного Кавказа. Это, знаете, влияние оказало, когда переселились нагайцы с Поволжья в районы Северного Кавказа, то много переняли из костюмов северокавказских. Ну да, мужчины при оружии, здесь для патронов вот эти штучки, а женщины, кстати... Да, то есть такое влияние оказали соседи на костюм. Ну, видимо, просто понравилось, красивые были, костюмы. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот с точки зрения традиционной религии, вот каких-то духовных обычаев, есть что-нибудь на свадьбе, какие-то обряды или ритуалы? Не может быть, что все вертелось только вокруг вот этого приданого и денег. Это же духовный союз. Безусловно. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Михаила, вас и Валентина за то, что дали возможность рассказать о себе и создали очень теплую такую, даже веселую атмосферу. Теперь то, что касается духовности. Безусловно, здесь все это относится к категории шуток. То, что дочерей выдавали за Колым и так далее, это, конечно же, неправильное понимание. В исламе, который исповедуют нагайцы, уже с тех пор, как они, в принципе, стали нагайцами. Раньше это были племена Золотой Орды, разные имели наименования: Кирейты, Найманы, Кипчаки и так далее. С тех пор, как нагайцы стали называться нагайцами, они уже были мусульманами. Они исповедовали ислам ханафитского толка, и в этом они солидарны со всем остальным мусульманским тюркским миром, кроме кумыков. И что касается Колыма, на самом деле это по-арабски звучит махр, это так называемый, я бы назвал его депозит, который будущий супруг выплачивает невесте, не родителям невесты, а именно невесте, именно своей будущей жене. И этот депозит является доказательством его материального благосостояния, доказательством того, что это не какой-нибудь нищий, что он способен прокормить свою семью. И этот депозит, он как бы является гарантией материальной стабильности будущей семьи. И, соответственно, родители смотрят на это. Если мужчина не способен выплатить тот минимум своей невесте, с которого можно начать нормальную супружескую жизнь, то, конечно, я бы лично свою дочь за такого не выдал бы. Ну да, и также это из этих гарантий того, что жених, будущий муж, не будет сидеть на шее у как семьи, это часто происходит, в больших городах. То есть, скажите, и депозит, значит, можно и позволить, вернуть? все-таки махр, он сам по себе был, кроме, еще у нагайцев называли это мегер, Колым, мегер, то есть это, в принципе, выдавали как раз на случай, если жена станет
вдовеет или же супруг даст развод. Валентин, видите, не возвращается. Ну, почему же наоборот? Этот депозит, есть... наоборот, он все уже передается. А как же любовь? Скажите, пожалуйста. То есть опять все крутится вокруг каких-то экономических... Да, естественно, любовь. Приходим, опять же, к нашим духовным ценностям. Дело в том, что ислам – это достаточно строгая религия в отношении нравов, и всякие внебрачные связи в исламе запрещены, но, в принципе, как и в православии. Просто мало кто сегодня этого придерживается. Поэтому любовь, она подразумевается, и поэтому, прежде чем вступить в брак, жена, то есть будущий муж и будущая жена, они обязательно должны познакомиться. То есть этого требует ислам. Этого требует рекомендации нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Будущая жена и муж обязательно должны познакомиться, обязательно должны пообщаться. Но... А вот должно возникнуть какое-то волнение, биение сердца, там, как это обычно пишут в романах? Естественно, то есть каждый делает свой выбор сам. То есть невеста вправе отказаться от жениха, если он ей не пригнулся. И точно так же жених может отказаться от невесты. То есть родители не смогут заставить, если... Не могут заставить, родители не могут. У невесты, и как у ее жениха, есть выбор. Она может отказаться и не выйти замуж, даже если ее родители очень сильно хотели выдать ее. Никакие 40 бычков не помогут. Да, и кроме того, со знакомством до брака рекомендуется не затягивать, потому что слишком длительное знакомство, слишком длительное общение, изучение друг друга, оно в принципе ничего не дает. Все решает первый взгляд, первая встреча. Вот это да. Вот эта любовь с первого взгляда, она, видите, не просто существует где-то там, может быть, понимаете, а есть целые традиции, которые основаны на этом явлении. Великолепно, просто спасибо. Если можно, я бы добавил еще немножко то, что невеста выбирается, так же, как и жених, естественно, выбирается по 3 критериям. Это богатство, происхождение ее, так же, как и жениха. И самый главный критерий – это нравственность. То есть богобоязненность, нравственность, воспитанность. И если этот критерий присутствует, то на все остальные рекомендуется закрывать глаза. То есть то, что называется репутация, должна быть чистая. Прекрасно. Здорово. Ну что, вот мне кажется, надо как-то обратить внимание на эти прекрасные традиции. По-моему, не женатый Помидоров всерьез задумался о брачных традициях. Давайте спросим у Оксаны. Богатство, нравственность. И третье – это происхождение. Да, что вы ставите, Оксана, на первое место? Ну, ставили до сегодняшнего дня. Я всегда во главу этих 3 столпов, так сказать, своего будущего счастья ставила нравственность. Но я думаю, это закономерно для людей. Ну, а ты бы согласилась вот так вот, без бычков, чтобы тебя украли, понимаешь? Главное, чтобы любил. Какие там быки? Я вообще вот не понимаю, что быки, эквиваленты быкам, я понимаю, что, конечно, сейчас другие ценности. Вот у нас тоже в чате пишет... ты уже не так молода для того, чтобы, знаешь, рассуждать о том, главное, любил, а вот это все. А финансовая подушка. Нет, вернее, как сказать, не так легкомысленно, чтобы пренебрегать депозитом. Золотой. Все, вот я на нем уже. Она согласилась на козочек, поэтому, по-моему, она на козочек, да, она скромненькая. Мы передаем вам слово, чтобы вы познакомили нас в нашей традиционной рубрике «Народы Москвы» с замечательным народом, который к нам пришел. Для тех, кто к нам только что присоединился, сегодня у нас в гостях нагайцы. И, между прочим, чтобы вы не думали, что это народ, который где-то там находится далеко, а здесь всего 2000 человек, сейчас замечательные нагайцы расскажут нам с вами, которые считают себя москвичами, между прочим, о местах в Москве, которые связаны с историей нагайского народа, с нашей с вами историей. Пожалуйста. Спасибо. В дворянском корпусе России было несколько родов, которые сохранились до 20 века, и поныне, я думаю, это Юсуповы и Урусовы. А по источникам до 17 века в России было где-то более 10 родов дворянского происхождения из Ногайской Орды.
Но дело в том, что их корни прервались, а вот два рода, они очень известны. И вам, я думаю, Юсуповый и Урусовый. Дело в том, что основателем рода был Юнус, это был сын Бея Юсуфа. Вот. Когда они флиртовали в пользу русского царя, тогда был Иван IV, они присягали. И если переезжали в Москву, если переходили православие. А если не переходили православие, то они оставались вот. А какие-то следы имения в Москве или в Подмосковье? Да, их, естественно, все, что связано с Юсуповыми и Урусовыми, имения, их больше, чем в Москве, конечно, в Санкт-Петербурге, их несколько дворцов. А если брать вот те районы, которые в какой-то мере связаны с нагайцами, например, Ногайское посольство, которые регулярно бывали в Москве в течение около 100 лет, они останавливались в Симоновом монастыре. Симонов-Покровский монастырь очень известный. Тогда это было Подмосковье, сейчас, конечно же, это Москва, Южный округ. И вот районы, где селились нагайцы, когда нагайцы уходили из Ногайской Орды, Иван IV их принимал, и они селились в районе нынешней Большой Ордынки, Малой Ордынки. А я хочу спросить, вот тех, кто считает себя москвичами, вы знаете вообще, где находится Симонов-Покровский монастырь? А вот вам нагайцы сейчас расскажут, где у вас, у москвичей, в Москве находится. Но, к сожалению, он был уничтожен большевиками, осталось всего лишь несколько башен. Да. Александр, знаете, я хочу спросить, а вот Юсуповы, они в гербе как-то отражали свою принадлежность к нагайцам? И вообще, насколько чтили, помнили, самое главное? Ведь что такое Петербург того времени? Да, это мегаполис, который перемалывал все народы, и тем более там, вот насколько там, в частности... Помнили хорошо, потому что недавно была очень интересная выставка в Эрмитаже. Там были представлены все костюмы. И вот один из последних Юсуповых, который Феликс, вот его костюм был там представлен, и нагайские сапожки, там даже... серьезно? Да. Феликс Юсупов уехал во Францию, как мы знаем. Да, и вот он был там как раз... показан костюм его вот с нагайскими сапожками. Любопытно крайне. Наши зрители, ваши земляки, нам еще писали про название Кантемировское. Вот в Москве есть метро Кантемировское, но по метро есть еще дивизия Кантемировская, очень знаменитая. И вроде бы Кантемиров как раз тоже нагаец, да? Был такой хан Кантемир, он жил в Крымском ханстве и как бы возглавлял Ногайский улус Крымского ханства. Но не могу сказать, связано ли это место Кантемировское с этим человеком. С этим человеком. Хорошо. Но в качестве конспирологии можем допустить. Да, мы такие. Может быть, да. Нам только дай что-нибудь допустить, и мы обязательно допустим. Вы знаете, конечно, вся эта история, связанная с дворянскими родами, это очень интересно. Но я хочу сказать, что дворянские рода потому и просуществовали так долго, что все-таки они базировались не только на происхождении, там, каком-то достатке, наследстве и так далее. Все-таки там была любовь, между прочим. И поэтому рода вот эти продолжались. А какая же любовь без песни о любви, понимаете? Сейчас, одну секундочку. Но поскольку заговорили о нагайском наследии и о Кантемире говорили, значит, здесь пошли, что в нашем чате город Киев переводится с нагайского как Киев зять. Но это не так. Мы все знаем, что Кии, Щек, Хари и принцесса Лебедь. Да? Это легенда, наверное. Да, герб Украины имеет корни с нагайского орнамента, а герб Украины трезубец. Это перевернут, это сокол, летящий вниз, бьющий. Это славянские истории. В общем, конечно, приятно и отрадно, что видят части своей культуры во всем. Это значит, что человек гордится своей историей, своим народом и своей культурой. Все, теперь к песне, простите, пожалуйста. Подождите, перед песней, раз уж вы нас на эту стезю переключили, теперь я так скажу, песня подождет, любовь никуда не денется, все будет, не волнуйтесь. А что вы про Киев, вот какая-то версия у вас была? Есть такое слово «киев», это как бы зять, правильно? Да. Но я не могу сказать утвердительно, так ли это. Есть, скажем, как легенда. Давайте еще одно допущение. Дело в том, что, вы знаете, кипчаки, которые жили и часто и на Киев нападали, вот в образовании, скажем, этногенеза нагайцев участвовали и кипчаки, в том числе. Может быть,
исходя из этого есть некая связь. Ну и что касается атрибутов, Алексей его спрашивал, какие атрибуты, указывающие на связь с ногайским народом, могли бы быть изображены на гербах знатных людей. Мне кажется, вот одна вещь точно там могла и, может быть, даже была. Это знаменитая нагайка, которая даже вот своим звучанием прямо утверждает, что нагайка — это ногайское изобретение. Скажите нам, пожалуйста... Нагайка, слушайте, ну расскажите, пусть песня подождет, расскажите уже о нагайке. Вообще, сами нагайцы тоже очень мало знают про нее, а сейчас очень популярны вот то, что мы сегодня рассказываем. Нагайка вообще это как это мужской, как и воин, и как всадник, и еще он был как паспорт. Как Если паспорт. на поле боя находили чью-то нагайку, а вы мне передайте, пожалуйста, в руки, я буду показывать ее так вот. То могли запросто говорить, что человек умер. И это есть такой этот момент, связанный с нагайкой. У нас и до сих пор есть момент, когда девушка выходит замуж, и первый раз, особенно первый раз, когда она рожает, ее отправляют домой, чтобы она родила. Тюркун называется, тюркунны. И это, ну, и сейчас врачи, и все это рекомендуется, вот 40 дней, опять-таки к 40 дням приходим, вот 40 дней девушка рожает у своей матери, со своей матерью рядом, она ее учит, она 40 дней не видит мужа, как она сохраняется лучше. И когда рождается сын, то приходит, говорят, сюнчу у нас. Сюнчу — это такая весть, добрая весть. Да. И к тому, кто пришел, должны подарить хороший подарок, кто приходит сюнчу. А когда пришел сюнчу и сказали, что в вашем роду родился сын, это первый момент, когда вот молодожены. И это очень серьезная дата, и там все от народа, я так расскажу, как в народе, режут барана. И мужское начало барана, она ложится в этом месте, в начале этого. И, да, приплетается. И вот это, когда плетут, воины, батыры, известные люди, жирау, вот, песнетворцы, все такие люди, они садятся в круг и плетут. И все дают хорошие пожелания, чтобы он был таким, чтобы он был таким, чтобы он был таким. И у нас вот говорят, меня, допустим, камышой не били. По нашему языке это камча. Если это говорит о том, что я не оскорблен. Можно бить ломом, да, или, я не знаю, камнем. Это такая, ничего страшного. Но если тебя ударили камыче, ты опозорен. Ты должен ответить совершенно по-другому. Это очень такой момент. И еще обратная сторона. А насмерти, да, такое? Обратная сторона, когда гость, вот, допустим, кого сильно уважаешь, какой-то гость большой, когда пришел, ты можешь прямо вот с юрты ему бросить под ногу. Это значит, мы тебя чествуем полностью, весь род, мы вот это самое. Прекрасно. И никаких лишних слов не надо. И никаких лишних слов, да. Скажите, пожалуйста, а женщинам давали в руки это? Можно вот подержать? Или это только мужской? Ну, женщины, вообще это как мужской. И на самом деле это обязательная атрибутика дома. Это камча, это от слова камлани. Вот это доисламский, естественно, этот самый, ею и изгоняют духов, и до сих пор те, которые этим занимаются, читают молитву и прям камчой бьют. Это у казахов, у киргизов, это и в Турции я видел это. И вот самый, наверное, атрибут, который у нагайцев сохранился сегодня наравне с юсуповскими дворцами, это в каждом доме. И вот это наша нагайка. Вот я вижу, он даже самоцветами украшен, да? То есть это удивительно. Богатый да. Есть одна легенда, фамильная ценность. Вы знаете, мы, к сожалению, не успеем сейчас узнать легенду, друзья. Это вам домашнее задание. Я уж не знаю как, может быть, позже. Но сейчас обещанная песня. Уж, по крайней мере, без песни мы вас оставить не сможем. О любви, наверное, или...
Давайте песню о любви. Все-таки, знаете, после того, как мы утвердили мужское начало, да, и чувствуем себя уже уверенно, тогда уже у нас может найтись и время для любви. А какая же любовь без песни? Вот так, хорошо? Ренат Джанибеков, наверное, исполнит. Пожалуйста, Ренат Джанибеков и песня о любви. Скажите, пожалуйста, что это за инструмент, ну, перед тем, как вы начнете играть, потому что этого у нас, да, пожалуйста, присаживайтесь, у нас еще не звучал этот инструмент. Это великий степной инструмент, самый простой и, мне кажется, самый древний в мире, потому что, как видите, одна палка, две струны, называется домбра. Инструмент, который присущ всем степным народам, в том числе и ногайскому. Вот. Раньше говорили, одна палка, два струна, я хозяин, вся страна. Помните? Точно. Да, я помню. И сейчас тоже это сохранилось. Сағынып сені сарғайдым, бір хабар неге бермейсің? Суытпай екі арады, көрмеге неге келмейсің? Суытпай екі арады, көрмеге неге келмейсің? Ялварым саға тілеймен, бір хабарыңды бер тағы. Ару менім күнәйім, жүрекке тыныш ет тағы. Ару менім күнәйім, жүрекке тыныш ет тағы. Мен тілеймін айым күнім, яныма юық бол тағы. Мұңлы менім жүрегіме, көңіліңді сен аш тағы. Мұңлы менім жүрегіме, көңіліңді сен аш тағы. Ялварым саға тілеймен, бір хабарыңды бер тағы. Ару менім күнәйім, жүрекке тыныш ет тағы. Ялварым саға тілеймен, бір хабарыңды бер тағы. Ару менім күнәйім, жүрекке тыныш ет тағы. Замечательно. И тоже какой-то современный, да? Лад, да? Вот это да. Вот особенно. В общем, здорово, как всегда. Здорово. И это еще не конец. Для того, чтобы всегда вовремя успевать к своим возлюбленным, дорогие друзья, вам нужно регулярно вкушать прелести и силы ногайской кухни. Да, мы уже дошли, наконец, до рассказа о национальной кухне ногайцев. Это то, чего вы ждете все 2 часа. Я знаю, вы заслужили это. И, между прочим, сейчас будут разливать удивительный чай, который мы попиваем. И я хочу сказать, что нам кажется, что мы пьем, а так получается, что мы как бы и едим. Едим. Но сначала несколько слов вообще о традиции гостеприимства и об этом чудесном ногайском чае. А вы, пожалуйста, угощайте нас. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что как у каждого народа, это кухня, это элементы истории, это элементы культуры. И вот то, что касается ногайской кухни, ну, конечно же, в основе она, это культура степного народа. И, соответственно, кухня соответствовала этому. В основном преобладают мясные блюда, молочные, кисломолочные. Вот здесь вот чай тоже один из этих вот. Но этот чай, он практически как суп, он совершенно верно. Этот чай, плотный, зеленый чай, в который, в общем-то, добавляется соль,
перец, гвоздика, там еще мускатный орех, сливки, может быть, топленое масло. А вот соль это для вкуса или она имеет какую-то функцию такую лечебную, может быть? Нет, здесь, поскольку этот образ жизни народа такой был, вот этот чай, он как сытный, в основном ведь кочевники, потому что у нагайцев застолье в основном было, вот только собирались за столом вечером. Скажите, пожалуйста, как называется ваш портал nogay.ru? Nogay.ru, да. Nogay.ru. А там можно найти рецепты этого чая? Есть рецепты чая и рецепты другой кухни, и там и вопросы истории. Ну, там очень много вопросов. Я хочу такой чай, и я хочу, чтобы в термосе у меня был такой чай, потому что это очень сытная вещь. Ну, правда, все время хочется кушать, а здесь, пожалуйста, попил и заодно и поел. И вот поскольку вот эта кухня занимала очень большое место, и званым гостям, ну, незваным тоже, накрывали большие обильные столы. А незваные гости, это нормально вообще? Это нормально, да? Это нормально. Хорошо. Да. Всегда. И как говорилось, что у нагайцев гость старше отца. Ага. Гость старше отца. А еще я слышал, что когда приходит вот этот незваный гость, путник, его не спрашивают, насколько он пришел, зачем пришел. Может, он расскажет, может, нет. Вот насколько он остается, столько и будет его вот этим чаем поить и еще другими блюдами. Это правда? Совершенно верно. Совершенно верно. И до 3 дней вообще вопросов никаких не задавали. До 3 дней? Да. Ну, а там уже как сам разберется, знаете, дело в том, насколько совесть позволит. И нагайский юмор, он такой был представлен, кстати, в сказках, нагайских народных сказках. Вот здесь у меня на русском языке в переводе нагайского писателя, а есть еще в переводе Самуила Машака, нагайские народные сказки. И в сказках иногда там были такие сказки, где как раз повествовали о том, как спровадить засидевшегося гостя. А это как-то блюдами делают специальными, чтобы человек... Нет, он мог засидеться в гостях до месяца, и там придумывали, как его выпроводить красиво. Насчет юмора, Михаил, я еще хотел бы добавить. Вот раньше как жили небольшими аулами, поселениями кочевники. И как получилось, что в одной семье один молодой человек, как только вечером, я сказал уже, нагайцы собирались вечером за сытным ужином, он все время вставал и куда-то уходил в гости. Вот его ждут, нет, и приходит, возвращается, говорит, вот что мне так мало оставили. Постоянные обиды, нытье. И один раз ушел точно так же в очередной раз в гости, и дома говорят, ну его, вот давай ему побольше положи, лучшие куски мяса, лучшие куски еды, потому что придет, опять будет там плакаться. И все ему оставили, когда говорились, он приходит. О, говорит, столько много мне оставили, а сами, наверное, еще больше съели. Так что вот такой вот юмор, согласно этому столу. Замечательно. А хочется еще услышать про остальные блюда. И вот наши прекрасные женщины, нагайские принцессы, да, скажите, пожалуйста, как и полагается женщинам, вы скромно сидели в тишине, но сейчас, как говорится, ваш час пробил. Да, с удовольствием расскажем. Вот именно вот с нашим нагайским чаем гостей всегда встречают нашей вот традиционной национальной выпечкой. Это вот перед вами, ближе к вам, это у нас называется котлама. Это незаменимая у нас Я вижу там выпечка. Через щелочки что-то внутри, а что не могу понять? Да. Это у нас готовится на... Ну, это совершенно простое блюдо, раскатывается тесто. Это пресное тесто, да? Пресное тесто. Бездрожжевое. Раскатывается, можно смазывается маслом, можно добавить лук, мясо, и все это заворачивается вот такой вот красивый пирог. А начинки там запекается. бывают? Можно без начинки, просто смазать маслом, возможно. А сейчас там что в этом пироге? Масло. Просто смазанное маслом. Ну, по-разному. Я вот с маслом, вот моя мама готовила, я с удовольствием ел, любил. Любимое блюдо. Пахнет очень аппетитно. Как всегда, трудно работать. Их мясца было, да? Да, но стимул есть дополнительный. Скажите, пожалуйста, вот эти вот замечательные... Да, это у нас берамыш. Кругленькие помпончики. У нас это плюшечки называются. Плюшечки. Да, это называется у нас берамыш. Она готовится на основе дрожжевого теста. Вот раскатываются такие круглые маленькие круглые такие теста, и накладывается туда мясо. Это похоже на беляш? Да.
Возможно. Только более такой интеллигентный. Да, маленький. мясо накладывается туда, лук, перец, разные специи, и вот так красиво, аккуратненько заворачивается, а мясо немножко оставляется открытым для того, чтобы оно поджарилось. И на раскаленной сковороде, на растительном масле все это поджаривается. А варенье, можно положить варенье? На мясо, конечно. Послушайте, я не знаю, самое главное, вот сейчас абсолютно серьезная информация. Обычно она серьезная для наших зрителей, сейчас для наших гостей. Послушайте, это надо обязательно принести в аппаратную, ладно? Чтобы это не ушло сейчас, потому что там, знаете, люди ходят разные, а здесь те, кто делают эту программу. Вот абсолютно серьезно. Помидоров. Вы ответственным назначаетесь, Кстати, хорошо? Одна проблема, что, как говорится, хода до аппаратной 5 минут пути. Не знаю. Послушай, в тебе 2,5 метра ростом и 143 килограмма веса. Уж кому-кому тебе доверять можно. Выделенную полосу специально для этого мы пустили. Да. Прекрасно. А вот третье блюдо. Это у нас десерт, укумы. да? Да, это сладкая выпечка, немного сладкая. Тесто готовится на основе сметаны. И раскатывается раскатывается тесто, нарезаются вот такие ромбики. И вот мы сегодня вам представили немножко в другом свете. Это как цветочки. Мы бантиком. Бутончики. Да. А кому-то кажется, и на рыбок похоже. Возможно. И все это обжаривается на растительном масле. Замечательно, прекрасно. Скажите, пожалуйста, что еще должно быть на столе, когда приходит гость, помимо вот этих блюд, когда приходят гости? Какое-то, может быть, основное, самое главное блюдо, там, которое ставится в сладости, например, это халва. Халва. Да. В Ногайской Орде их делают Сами из делают проса. домашнюю? Домашняя халва, да. Из проса? Сейчас не из проса делают. Да. Сейчас они делают пшеничная мука, девочки подскажут, масло сливочное добавляют много. Да. Сливочное Прекрасно. Халва. Как говорится, сколько не говори слово халва, во рту слаще не станет, а зато посмотрел на халву и все. И все хорошо уже. Ну что ж, давайте, между прочим, от разговоров к еде перейдем все-таки к песням. Потому что, как писали в чате, нагайцы вперед. Будет хлеб, будет и песня. Да, будет хлеб, будет и песня. А для того, чтобы нагайцы вперед, сначала ведь нужно что? Поесть, потом спеть песню, а потом уже вперед. Потом и вперед. На подвиги. Но для того, чтобы все это случилось, я должен еще раз напомнить вам, как зовут наших замечательных сегодня гостей. Итак, Арсланбек Сеитович Султанбеков, популярный народный певец и композитор, народный артист Карачаево-Черкесской республики. Ринат Иосифович Джанибеков, молодой талантливый певец и композитор, выпускник колледжа Гнесиных. Султанбек Нукаевич Арсланов, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач детского кардиоревматологического санатория Клязьма. Александр Алибиевич Елбулганов, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Рашид Яхьяевич Аказиев, заместитель муфтия Москвы, начальник отдела культурно-просветительских программ и медиаресурсов Департамента социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности Совета муфтиев России. Эльвира Ибадалаевна Салиева, руководитель оргкомитета Союза Ногайской молодежи. И Фатима Яналиевна Денивова. Хорошо, что ж со мной такое. Я все на французский манер, понимаете. Координатор культурно-просветительских программ Союза Ногайской молодежи. И, конечно, все это великолепие венчает песня. Причем, о чудо, о радость, это будет дуэт. Хорошо, это будет «Я не знаю что». Да. Под ваши и наши аплодисменты. Знаменитая «Одна палка, два струна». В руках мастера. Это слова Маухарбе Бекижева, а сама мелодия народная. Здесь поется: отец дает сыну жизнь,
болеет за него, говорит, живи, не позорься. И это здесь в форме отец сына сажает на лошадь, и вот жизнь, короче, как бы на лошади происходит. Очень интересные слова, но долго объяснять, я спою ее. Называется «Уздечка». Невозможно поверить, что это 2 струны всего. Фантастика, фантастика. Безусловно, конечно, когда сталкиваешься, соприкасаешься с духом народа, вот где настоящее волшебство. В этом сила нашей программы, потому что сегодня, конечно же, невозможно было не почувствовать и вдохновение, и чистоту, и силу. Вот так вот. Оказалось бы, поговорили, да, о пирогах, о костюмах, о каких-то материальных вещах, а настроение это чудесным образом изменилось. Здорово! Волшебство! Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. Дорогая студия, вам спасибо большое нашим дорогим нагайцам, которые пришли и оказали нам честь. Пришли замечательный народ, немного познакомились с культурой. Почему немного? Потому что, конечно, этих 2 часов эфира с нашими журналистами мало. Поэтому я думаю, что мы еще раз обязательно встретимся. Совсем не поговорили о символике, в частности, немножко поговорили, в частности, о флаге. Вот наши зрители здесь, значит, подсказывали. Много еще чего. Я бы еще с удовольствием послушал крутые просто нагайские песни. Послушай, это правда... Домра, береги душу, тут заметил наш гость в чате. Спасибо большое нашему чату, который был сегодня безумно активен. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо Михаилу Помидорову и Валентине Терехиной. Замечательную сегодня атмосферу создали и они, наши гости. Ну, правда, прекрасно. Слушайте, ведь там я забыл, как
как называются вот эти вот беляшочки, да? Они нас ждут, а Серафима ждет поварчан. Вот так, вот такие закономерности. И все кого-то ждут. Все кого-то ждут, совершенно верно. А я 3 стопов этих жду. Когда я буду совершенной, когда я найду такого же совершенного, как и я, мы будем вместе. Хорошо. Сквозной эфир «Вечерней Москвы» продолжается. Заканчивается желаниями, да, наша половина, а вторая продолжается. Спасибо большое. Действительно, 2 часа пролетели незаметно. С вами были Алексей Тимофеев и Оксана Полякова. Вы далеко не отходите, пауза буквально небольшая, и после еще много всего интересного. Спасибо вам. Пока. Счастливо.